Здравствуйте, дорогие туркменистанцы и гости нашего канала. Сегодня понедельник, 20 мая 2024 года. Добро пожаловать на политическую платформу демократической оппозиции Туркменистана. Тема сегодняшнего выступления – Туркменистан. Как гарант Конституции превратился в гаранта коррупции. Давайте потихонечку рассмотрим все вопросы. Прежде чем начать свое выступление, я бы хотел кратко рассказать о новостях о Туркменистане. Что там творится на сегодняшний день и какая ситуация. Потому что сейчас все внимание увлечено всего мира в другую сторону, но то, что творится в Туркменистане, как всегда, остается за закрытыми дверями. Давайте я вам покажу несколько видео. Прежде чем показать видео, я вам объясню, что творится в Туркменистане. В Туркменистане идут обильные дожди в течение уже более недели. Из-за этого идут силевые потоки или обильные, напоры воды, которые приводят к большим проблемам и катаклизмам в Туркменистане. МЧС, который находится в Туркменистане, не имеет никакого оборудования. Подвижной состав, машины, техника, все в нерабочем состоянии. И государство ничего не может сделать. Оно, бросило солдат. Если на солдат посмотрите, они сами голодные, холодные. Им самим нужна помощь. Поэтому туркменский народ, как всегда, остался сам, один на один с катаклизмами. Давайте посмотрим несколько видео, которые я приготовил. Эти видео вы можете найти в ТикТоке или на других каналах, таких как Туркменньюз, Хроника Туркменистана. Там эти материалы все имеются. Вот такие обильные снегопады идут несколько дней. И, естественно, большой приток воды. Вот еще одно видео, обратите внимание. Это уже в Этрапах, в районах, вилаятах. Вот такая ситуация. Идет большой поток воды. Посевные на хлопок, на урожай пшеницы очень сильно имеет влияние эта вода. Размывает все. Так что в этом году нам надо ждать очень плохой урожай. И думаешь, что же даже в столице вода настолько сильно везде, что парализовала транспорт, и люди мучаются. Канализационные люки были заварены, поэтому их пришлось взрывать, чтобы их открыть. В общем, более подробное видео вы можете найти в ТикТоках и на тех каналах, которые я вам назвал. Вот это город Ашхабад, обратите внимание. Это наводнение, которым, как всегда, город. Вот такие вот видео можете сами найти даже в интернете, ничего сложного нету. Вот. Давайте я вам расскажу, что об этом говорит наши средства массовой информации, наше телевидение, наши газеты. Посмотрим сначала газеты. Давайте, вот я открыл специально. Газета от 16 мая. Более недели идет дожди. Вот газета от 16 мая говорит о том, что заседание Национального комиссии по делам стран-членов Тюркского
Тюркского союза, там, членов Тюркской по делам ЮНЕСКО и так далее. То есть говорится о каких-то международных вещах, поздравлений, если вы видите здесь, поздравления президента, всяких там указов, которые никакого отношения к этому происшествию, к этому катаклизмам не имеют. Посмотрите следующее. День Конституции отмечается, ну, как бы праздник всегда. Это то же самое, что в России. Все хорошо, хотя в России передают, как все плохо иногда. Но здесь все хорошо, вот президент принимает праздник, посвященный там годовщине флага, там день флага, вот люди отмечают, там президент принимает награды, государственный флаг, символ отчизны и так далее. Вы думаете, что это вот только на второй странице? Вот и третью страницу посмотрим, то же самое получается. Вот бессмертные стихи великого, наверное, Аркадага, сейчас посмотрим. Бессмертные стихи великого поэта, это Махтумкули, скорее всего, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим, очень интересно. Неотъемлемая часть человеческой культуры, обращение участников международных научных конференций «Кладезь разума» Махтумкули Фараги. Ну, в общем, идут праздники, как намечались, несмотря на катаклизмы. Эти катаклизмы не только в Ашхабаде, по всему Туркменистану. Балканский вилаят, Ахалский вилаят, Лебабский, Марыйский, Ташауские. Эти дожди затронули всех. Но, тем не менее, в средствах массовой информации в Туркменистане все хорошо, никаких проблем нету. Концерт мастеров искусств, там великий поэт всех времен. Вы думаете, это только вот 20 числа так было? Нет, посмотрим вот 21-го, посмотрите. Он поднимает книжку Махтумкули, праздник идет. То есть народ там мучается, значит, тяжелой ситуации из-за катаклизмов. Наш великий президент, гарант Конституции или коррупции, я не знаю. Сейчас посмотрим. Он прославляет книгу Махтумкули и занимается, значит, показательной работой. Может быть, так и надо управлять страной, я не знаю, но, по-моему, это именно то, что не надо делать. Сейчас надо идти, спасать скот, спасать пастбища, значит, с МЧСом работать и так далее. Ну вот и дальнейшая страница то же самое. Если посмотрите, там вот это, если я не ошибаюсь, это мама президента встречается с послом Китая или делегация, то есть прославляет маму президента. Почему-то жену президента не показывают, тоже странно. Причем тут мама президента? В столице состоялась, значит, встреча с мать президента, еще с кем-то. Ну, в общем, о семье. Все о семье. На этой странице, на третьей странице говорится опять о Сердаре Бердымухамедова. Я хочу напомнить, Сердар Бердымухамедов, по-моему, написал уже 2 книги за 2 года правления. Пишет стихи. Если вы спросите у него о книге или о стихах, естественно, он вам не сможет ничего сказать. Но, тем не менее, идет прославление этого режима. Давайте посмотрим дальше, что творится на других полосах этой газеты. Вознесся памятник Махтумкуле. Очень хорошо открывается памятник. Но ничего не говорится о ситуации с народом, о проблемах народа и так далее. Это каждодневная, значит, повестка этих газет и журналов. Вот концерт, танцы, исторические как бы фотографии и так далее. Посмотрим другой день. То же самое, как всегда, на первой странице, это на первой полосе сам президент, заседание Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО. Окей. На второй странице его папа, как всегда, обратите внимание, национальный лидер туркменского народа, принял участие в Международном экономическом форуме «Россия. Исламский мир», Казан-форум. То есть все проблемы в Туркменистане, связанные с этими обильными дождями, даже не говорятся и не обсуждаются. Вы подумаете, что это вот в газетах, может, не обсуждается, может, по телевидению показывают там и так далее. Нет. Я вам покажу, вот, пожалуйста, Туркмен хабарлары. Если мы посмотрим здесь. Обратите внимание, как я всегда говорил на туркменском языке, идет заседание.
по цифровым технологиям в стране, где нет интернета. Для кого-то это смешно, может быть, для туркменистанцев это обыденный день. В стране нету интернета, или же интернет только через VPN, или интернет настолько слабый, что ничего открыть нельзя. И в это время для развития цифровых технологий президент Туркменистана проводит собрание. Человек находится в здании менее 500 метров рядом, он с ними проводит заседания с использованием цифровых технологий. Это издевательство над разумом человека. Вот, пожалуйста, проводит собрание. Про спорт будет говорить. Вот, обратите внимание, я хотел показать эту фотографию. Мы его называем Робокопом. Я как политик не должен так говорить, но по-другому его не назовешь. Посмотрите, 3 компьютера слева, то есть справа от него, и 3 компьютера слева от него. И обратите внимание, мышки посередине компьютеров. Это говорит о том, что он никогда их не трогал. Он даже не знает, как пользоваться компьютерами. Это очевидно. Потому что вот обратите внимание, бумаги перед ним, куча бумаг. То есть из цифрового только декоративные компьютеры. Поэтому мы его называем в народе Робокоп, Сердар Бердымухамедов. Вот так они делают цифровую технологию. Его папа точно так же имел эти же кадры. Тот же стол, только они поменяли мебель желтого цвета, серо-желтого цвета, а было белого цвета. Вот вся разница. Ну, папа его очень любит белый цвет, поэтому белые машины, белые мраморные дома в Ашхабаде. Ну, человек любит белый цвет, что сказать. Это психологическая патология уже. Поэтому психологи правильно поймут, почему национальный лидер любит белый цвет, а другие цвета не признают. Вот, обратите внимание, проходит заседание, обсуждается все, что угодно. Вот заседание кабинета министров, там расширенное заседание, совет безопасности, там что угодно, но ничего об этом не говорится. И, как я говорю, всегда заседание проводит диктор туркменского телевидения. То есть никогда Сердар Бердымухамедов сам не говорит. Он просто не способен. Этот человек не разбирается ни в экономике, ни в администрировании, ни в политике. Этот человек сегодня просто сидит и охраняет кресло своего отца. Потому что на самом деле Туркменистаном управляет вот не этот человек, а его отец Гурбанғұл Бердымухамедов. Мы называем их обоих двухголовыми президентами Туркменистана. То есть, если один улетает, вот, допустим, в Казань поехал национальный лидер Гурбанғұл Бердымухамедов, он там занимается политическими вопросами, то есть экономическими вопросами, то есть он заменил полностью Сердара Бердымухамедова, выступает там, проводит всякие совещания, подписывает документы о сотрудничестве, контракты и так далее. А Сердар Бердымухамедов в это время сидит в Туркменистане, охраняет кресло, чтобы не было государственного переворота. Почему они так делают? Потому что в Туркменистане их никто не поддерживает. Народ их не выбирал ни первого, ни второго. Второй вообще сегодня находится в кресле президента с 4% голосами общими. 8% населения участвовало в выборах, и это уже нелегитимные выборы, и он получил 4% голосов за счет административного ресурса. Вот этот человек, я вам представляю, его зовут Сердар Бердымухамедов, незаконный президент Туркменистана. Вот поэтому об этом наводнении ничего не говорится, и Туркменистан сегодня управляется некомпетентными ни в экономическом плане, ни в политическом плане, ни в социальном плане людьми, которые только заботятся о сохранении картинки внешней и оболванивания народа и ограблении народа. Они продают сегодня нефтегазовые ресурсы на экспорт, оттуда получают деньги и грабят страну. Ну, простой пример. Гурбанғұл Бердымухамедов, будучи не президентом, приходит и забирает из бюджета $5 миллиардов на строительство своего города Аркадах. Чтобы вы знали, бюджет Туркменистана колеблется от 18 до 22 миллиардов долларов США. Он забирает 5 миллиардов. Это практически 40%. То есть 40% бюджета он забирает. Поэтому у нас сегодня зарплата $100, среднемесячная зарплата. Поэтому у нас сегодня пенсия $30 в Туркменистане. И поверьте, за 33 года
были проданы более 250 миллиардов, на сумму более 250 миллиардов долларов природные ресурсы из Туркменистана. А наша зарплата на протяжении 33 лет сохраняется на уровне 100 долларов США. То есть инвестиции были сделаны не в народ, а куда угодно, чтобы разграбить страну в гигантомании, гигантские сооружения, но не в население, но не образование, но не для поддержки многодетных семей, или же для поддержки пенсионеров, или создания рабочих мест. Тут 50% безработицы. 45% населения находится вне пределов Туркменистана для заработков, для поддержания своей семьи в Туркменистане. Представьте себе, 4-е государство в мире по запасам газа, 45% населения находится за пределами Туркменистана для того, чтобы прокормить семью, как трудовые мигранты. В Туркменистане среднемесячная зарплата в час составляет 0,45 доллара или 45 центов. Сегодня, будучи за пределами Туркменистана, туркменистанцы получают от 1,7 долларов США до 2,8 долларов США. Вот в этих пределах они получают за час. Поэтому выгодно работать за границей. И они не хотят приезжать в Туркменистан, потому что приехать и уехать, это надо паспорт поменять. А это такая большая проблема, что надо заплатить до 3000 долларов США, чтобы выехать из Туркменистана. Тем более с каждым годом правительство Туркменистана в лице Сердара Бердымухамедова, гаранта Конституции, закрывает границы, ужесточает выезд из Туркменистана, вводит визы со многими странами. Если страны открываются и развиваются, в глобальную экономику как бы сотрудничают со странами, интегрируются в глобальную экономику, то Туркменистан закрывается и старается построить отдельный коммунизм для клана Бердымухамедовых в отдельно взятой стране Туркменистан. Вот вкратце я рассказал, что творится в Туркменистане для тех наших зрителей, которые не в курсе, потому что про Туркменистан много информации нету. Я вот вкратце состояние туркменистанцев и гаранта Конституции рассказал. Прежде чем продолжить свой выпуск сегодняшний, я бы хотел еще раз показать гаранта Конституции, как он, положа руку на Конституцию, 2 года назад давал свои слова о том, что он будет соблюдать тщательно Конституцию, будет все делать для туркменского народа, чтобы легитимировать свою власть, легитимировать свое назначение, свой выбор, то есть выбор Путина, потому что его Путин авторизировал, чтобы он продолжал быть президентом. Папа передал эстафету сыну, и они вместе управляют страной. Не народ Туркменистана выбирал его. Поэтому давайте послушаем его слова. К этим словам мы еще вернемся в конце нашего выпуска. Prezident saylovlarda halkın setlerini oğurlan Kezzap, Qaqası tarafından Türkmenistan'ın prezident vazifesini Sovet hükmüne alan Türkmenistan'ın beykanun prezidenti Serdar Berdimuhamedov sözsüzden aydıverin. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beyik borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadavsız yerine yetirmeye, Türkmenistan'ın devlet qarasızlığını ve bir taraflı hukuk yağdayını korumağa, adamın ve rayetin hukuklarını ve azatlıklarını hormatlamağa hem de korumağa, Türkmenistan'ın konstitusiyasını berca etmeye ve korumağa, ehli gücümü ve okuyumu, Türkmen halkının ağzı birliğine, onun parahat durmuşunu korumak için bahsetmeye, Türkmenistanların hazırki ve gelecekki nesillerin şöhratını hassa bilente ötürmekler için ehli mümkünçülükleri peydalanmağa, Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirme davaralı kasam ediyor. Вот я туркменскому народу и стране буду служить, и для этого я даю свое слово. Вот последние слова, которые Сердар Бердымухамедов произнес. Теперь перейдем к основной теме выступления. Я бы хотел на маленьком примере показать коррупцию, охватившую Туркменистан. Показать, как на это реагирует гарант Конституции или гарант коррупции президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Давайте посмотрим
вот на это фото. Одну секунду. Вот эту женщину зовут Айсултан Дурдыева. Она работает сегодня в отделе финансового рынка и анализа, занимает лицензированием, заведующий отделом лицензирования Министерства экономики и финансов Туркменистана. Вот эта женщина – это одна из главных героинь, отрицательной героини нашего рассказа. И ее супруг, я вам тоже его покажу сейчас, одну минуту. Пожалуйста. Его супруг Гуванч Аразов, пожалуйста, он тоже. Он был военный атташе с 2011 по 2016 год в Пакистане. После этого прибыл в Туркменистан и работал в военкомате до 2022 года. В 2022 году он выехал в Америку и сдался, попросил политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. Вот обратите внимание, вот эти два человека – это герои этого моего рассказа. Давайте вернемся к ним. Некий Касым Худжиков, проживающий в Америке, я об этом показывал в своих видео, даже Turkmen News опубликовал. Давайте я покажу эти материалы, чтобы знали. Одну секунду. Вот обратите внимание, Turkmen News более подробно рассказал о происходящем, об этом вот коррупционной схеме, что происходило. Вот это вот Касым Худжиков, иммигрант, проживает в Америке. С ним вот этот вот Оразов, Гуванч, познакомился, он ему помог, Худжиков ему помог, и взамен Оразов предложил прописать сына Касыма Худжикова, Халида, 14-летнего ребенка, в город Ашхабад. Как вы знаете, прописка в городе Ашхабаде, как прописка в Москве. Очень трудно прописаться. И вот он предложил свои услуги. Сказал, что у меня жена работает в Министерстве экономики и финансов, заведующим отделом лицензирования, имеет влияние и так далее. Поверив им, они договорились на $6 тысяч. Поверив им, вот этот вот гражданин России, Касым Худжиков, передает $6 тысяч вот этому Гуванчу Оразову. Гуванч Оразов делает все, чтобы эти деньги передали в Туркменистане. Его жена подтвердила, что получила. Но через какое-то время эта женщина говорит о том, что ставки выросли, что для маленького ребенка, 3-4-летнего, 6 тысяч достаточно, но ваш сын 14-летний, и вот скоро он паспорт получит, им всем видно, что это приписки, что ради прописки все это делается, опекунство, да, и вот мы можем взять на опекунство вашего сына, да, с Гуванджем, с Аразовым Гуванджем, вот это Айсултан Дурдыева, который работает в министерстве, говорит. Но для этого надо еще добавить, потому что не получится. За 6 тысяч мы не можем, потому что взятку просят и ЗАГС, и нотариальная контора, и отдел опекунства соцобеспечения, и сотрудники национальной безопасности, которые курируют этот материал, и в Хякимлике, то есть в мэрии сотрудники просят, и поэтому 6 тысяч мало, и берет еще 5 тысяч. И вот так этот господин Худжиков по 5 тысяч, по 6 тысяч, по 10 тысяч передает и доводит до 45 тысяч. В итоге эти люди, вот которых я показал, еще раз я их покажу, вот этот Гуванч и его супруга Айсултан Дурдыева делают прописку, берут опекунство над сыном Касыма, Халидом, и берут опекунство и прописывают к себе в Ашхабаде. То есть, грубо говоря, они взяли 45 тысяч, чтобы с Марийского вилаята одного ребенка прописать в Ашхабаде, чтобы получил тот юноша, значит, 14-летний парень, вырос там и получил паспорт, и получил прописку в городе Ашхабад. Но так как
эта женщина имела большие скандалы с этим ребенком, часто наезжала на него, часто наезжала на родителей этого ребенка, Халида. И этот Халид много плакал и нервничал. И один день ее сын, который учился в Москве, прибыл в Туркменистан и избил этого ребенка за то, что он не заварил чай его маме Айсултан Дурдыевой. То есть произошла большая ссора, в течение 6 месяцев они терпели, значит, этот ребенок мучился, плакал, отцу звонил в Америку, и в конце концов Касым Куджиков решил этого своего ребенка отдельно взять квартиру на него и временно сделать так, чтобы он проживал со своей бабушкой и племянником в отдельной квартире и не досягал, и эти конфликты исчезли, и никто его не досягал. В общем, в итоге этот мальчик с помощью своего папы 2 октября переехал в другую квартиру. И в это же время, 16 октября, несмотря на договоренность вот с этой женщиной Айсултан Дурдыевой, вот я ей показываю, покрупнее покажу, чтобы все видели, вот этой женщины, они подают в суд о лишении опекунства этого мальчика, о том, что этот мальчик избегает из дома, не ходит в школу, грубит им и так далее, и так далее. Все наоборот показали и лишают опекунства 16 октября 2023 года. То есть этот суд состоялся в городе Ашхабаде. Вот я покажу очень многие документы. Сейчас. Очень многие документы я покажу чуть позже. Вот этот суд состоялся 21 октября. На этот суд не были приглашены ни родители, ни уведомлены. И этот суд прошел в закрытом режиме. Решение было сделано, тут же его, значит, вытащили с прописки, поменяли его метрики, и этот парень остался ни с чем. Потеряли $45 тысяч. Другими словами, как говорят в народе, их просто кинули. Вот так туркменские чиновники, один бывший военный атташе, который просит политического убежища, якобы пострадавший, а другая работник, заведующим отделом анализа финансовых рынков и лицензирования Министерства экономики и финансов, Айсултан Дурдыева, использует свое положение, решает задачи, прописывает и берет взятки. Это мошенничество в открытом виде. Вот давайте мы посмотрим на некоторые документы, которые я хотел бы вам показать и вас ознакомить с этими документами. Вот это вот сам Гуванч. Вот это паспортные данные, это Айсултан, вот это вот сам Гуванч. Вот он в Нью-Йорке, как я говорил, у него драйвер лиценз, то есть удостоверение о том, что вот его паспорт, вот этот Касым пострадавший. И вот заявление нашего, то есть пострадавшего человека Касыма Худжукова, которого он отправил в Туркменистан, в главную прокуратуру, значит, в Генеральную прокуратуру, в суд, в Верховный суд, в Министерство справедливости, президенту Туркменистана. Вот на каждое его отправленное письмо он получил, значит, вот такой корешок, что он отправил Туркменистан, Баш прокуратуру, то есть Генеральному прокурору Туркменистана. Вот он заплатил определенную сумму, да, и он получил номер о том, что это зарегистрировано, получено письмо. Так? Вот он отправил это городской суд Ашхабада, он отправил, где проходил суд. Вот он получил тоже корешок, что он отправил письмо. Вот он получил опять номер, где подтверждает, что принято письмо. Вот само письмо, вот которое он отправил. Первое письмо, это он отправил, пардон, я не показываю, оказывается, эти все документы я вам сейчас покажу. Вот начнем с корешка, чтобы вы видели. Вот и корешок. Смотрите, Генеральная прокуратура Туркменистана. Обратите внимание. Следующий, он получил номер о регистрации своего письма. Следующий он отправил в городской суд Ашхабада.
Вот он получил, значит, уведомление о том, что оно зарегистрировано. Вот само письмо. Туркменистан Ашхабад мемлекетіне. Так, первое письмо. Вот его второе письмо. Вот Генеральной прокуратуре письмо он отправил. Вот корешки Министерства справедливости он отправил документ. Вот, вот сам документ, копия. Вот, то есть кому? Министерство справедливости. Вот то видео, о котором я говорю, я выступал недавно. Я не помню, какая дата, но уже более месяца прошло. Я выступал о вот этом правонарушении, что произошло. Вот с господином Касымовым мы выступали, если обратите внимание. Где мы рассказываем о всех вот... Вот сам Касым. Benim yanına oturuyorum. Şuları vermeli soğudu var. Onun adarkası var şuların. Şuları vermedi. Eğer hem medatlar bulaşıya verip şahitname alınyan 5 günde şahitname alaymak katılır. Sizin büyük mukaddes borcunuz kezzapçılık, yanlıklık, bir düzgünçülük, bir hepbetçilik şamolyada. Вот мы здесь выступили, обратились к президенту, показали все, объяснили, он подтвердил. Вот эта вот женщина, Айсултан Дурдыева, мошенничество, которая работает по сей день, не поверите, после этого выступления, как Туркменньюз напечатал с доказательствами, мы показали все доказательства в YouTube. Эта женщина продолжает работать. Почему? Потому что она заплатила за все. И это и есть гарантия в Туркменистане. Гарантия президента Конституции, как гарант, оно не работает. Работает только взятка. Вот этот гуанч, вот эти их документы. Так, я бы хотел еще показать несколько документов. Это вот этот документ. Обратите внимание. Обратите внимание, одну секунду. Одну секунду, я вам покажу сейчас этот документ. Одну секунду. Это не этот документ. Он не открывает это. Мы сделаем по-другому. Сейчас я вернусь к этому документу. Одну секунду. Вот обратите внимание. Вот мы показывали эти документы, но я еще раз повторю, покажу эти документы. Первый документ – Аразов Гуванч Ашермурадович. Этот документ в 2023 году в апреле месяце получен. Это опекунство. То, что они сделали, опекунство. Подтверждающее, что опекунство делали. Значит, Какаев Халид, вот он родился в Марыцком вилаяте 2009 года, 3 июня. Он стал Аразов Халид Гуванджевич, то есть был Какаев, то есть, был Какаев Халид, стал теперь Аразов Халид Гуванджевич. Вот опекунство. Вот его паспорт. Он был Аразов Халид и стал Какаев. Вот он маленький парень. Теперь, 2023 года, в апреле 11-го, в Ашхабадском нотариусе, ЗАГСе ему дают свидетельство, что он родился в Ашхабаде. Обратите внимание, что он родился в Ашхабаде. То есть они даже поменяли место его рождения. Вот 23 года, 11 апреля этот документ они сделали. Ну, подделали, это видно было. Так. Следующий документ. Следующий документ. Вот они его лишили
Сейчас, одну минуту, я вам покажу. Это еще одно, значит, оригинальная метрика этого парня, молодого парня Халида, что он родился 9 года, 3 июня. Вот оно было получено, это оригинальное его свидетельство о рождении. Второй раз они сделали, что он родился в Ашхабаде. И третий раз они сделали третье свидетельство, вот 2024 года января, 17 января, что опять он взял свою фамилию и родился в Марыском вилаяте. Вот так вот человека по документам бросали туда-сюда, и в конце-то концов его как бы на место поставили, взяли 45 тысяч, прописали, выписали и так далее. Вот эти вот два человека. Вот решение суда 21 октября 2023 года, никому не уведомляя, Айсултан Дурдыева, находясь в Туркменистане, ее муж находится в Америке, он подал на убежище, он находится там, она спокойненько идет в суд, договаривается, платит деньги и делает такое решение. Ни мама этого Аразова Халида не уведомлена, ни папа его уведомлен, никто не в курсе этого решения. И 21 октября они делают это решение, никому не говорят, и это решение вступает в силу 17 или 16 января 2024 года. То есть втихую, как делают все мошенники, как делают все чиновники, втихую, чтобы никто не знал. И на основании этого документа 17 января 2024 года они идут в нотариус, то есть, пардон, в ЗАГС Ашхабадский и меняют опять это свидетельство. То есть это мошенничество уже настолько очевидно, что уже даже невозможно это объяснить по закону. Тем не менее, вот несмотря на это, на сегодняшний день этот парень остался опять со своими родителями в Марыском вилаяте. То есть 45 тысяч долларов заплатили, опекунство взяли на 6 месяцев. За 6 месяцев прописали его в Ашхабад, в город Ашхабад, сделали новое ему свидетельство, что он прописан в городе Ашхабаде, что он родился в Ашхабаде. И через какое-то время, через 6 месяцев, его опять выкидывают в Мары, в город Мары, и делают, что он родился в городе Мары. То есть вот эти вещи делает чиновница, работающая в Министерстве экономики и финансов, которая анализирует рынки, финансовые рынки и дает лицензии. Как вы думаете, она берет взятки на своей работе или нет? Если она, помимо того, что она работает как госчиновница, проводит незаконную прописку в город Ашхабад и оттуда убирает и тем самым ограбляет людей на 45 тысяч долларов. Вот об этом я хотел рассказать. Вот эти документы доказывают все. Достаточно Генеральной прокуратуре заняться этим делом, и можно все доказать. Даже далеко ходить не надо, как говорится в народе. Почему я это все показываю? На сегодняшний день Генпрокуратура никаких действий не приняла. Эта женщина, Ахсултан Дурдыева, как ходила, так и ходит на работу свою. Является, наверное, ведущим специалистом там и так далее, и так далее. И вот эта женщина наверняка опять кого-то обманет. Наверняка опять будет делать мошенничество, потому что этих денег недостаточно, чтобы прожить до конца жизни. Два мошенника. Один, используя государство, узнавая все тайны Туркменистана, являясь военным атташе, контрразведчиком, спокойно сдается в Америке, и ничего не происходит. Это преступление против государства, это предательство Родины. Но в это время его жена работает спокойно в Министерстве экономики и финансов, то есть человек совершил государственное преступление, измена Родины. Его жена спокойно работает. Может, она же тоже работала в Пакистане в отделе посольства, ну, скорее всего, тоже сотрудница национальной безопасности. Но, тем не менее, делая мошенничество, нарушая все нормы, законы Туркменистана, спокойно и муж ее, и она работает. Более того, я расскажу совсем интересную вещь. Вот этот человек организовал несколько звонков Касыму, вот этому парню, Касыму Худжикову,
и угрожал отправить мексиканцев, там, отправить итальянскую мафию, чтобы его наказать, убить, избить и так далее. Угрожал. И угрожает. То есть эти люди привыкли нарушать законы, что, находясь в демократической стране, как Америка, они продолжают делать то же самое, что они делали в Туркменистане, в Пакистане там, и так далее. Почему я это все рассказываю? Только потому, что еще раз хочу подтвердить, что Туркменистан находится на 170-м месте по коррупции. И эту коррупцию никто, как говорится, не придумал. Она имеется, и на это есть все доказательства. Обратите внимание, уважаемые граждане Туркменистана и гости нашего канала. Вот я вам показываю рейтинг стран по уровню коррупции. Вот эта компания Transparency International дает данные, то есть они изучают коррупцию в разных странах, у них есть свои эксперты, изучают материалы, интернет, на местах все и делают заключения. Этими данными пользуются во многих странах. Многие бизнесмены, государства, экспертные комиссии, правозащитные организации и так далее. Обратите внимание, уровень коррупции 0, это значит, он отсутствует. 100 это значит, уровень коррупции очень высокий. Самые свежие данные по итогам 2022 года, которые опубликованы в 2023 году. Обратите внимание, вот страны, и Туркменистан находится, обратите внимание, на 170-м месте Туркменистан из 180 стран. После нас Бурунди, Экваториальная Гвинея, Гаити, Северная Корея, Ливия, Йемен, Венесуэла, Южный Судан, Сирия и Сомали. Вот, зная вот эти цифры, вот президент Туркменистана, зная, что есть коррупция, зная, что чиновники воруют, зная все, за 2 года никого не поймал, не посадил, не наказал, не показал, не ведет какую-то программу по борьбе с коррупцией. Почему? Напишите в своих комментариях, как вы думаете, почему. У меня вопрос вот к гаранту Конституции или так называемому гаранту коррупции президенту Туркменистана Сергею Бердымухамедову. Куда смотрел на все происходящее такая организация, как опека над несовершеннолетними гражданами Туркменистана? Есть социальная служба, опека вот этим вот детям. Куда она смотрела? Одного ребенка прописали, опекунство дали, тут же выкинули через 6 месяцев. Они сами, опекуны, получили деньги, опекунство, отдел организации опекунства получило деньги, ну хотя бы они должны были как-то отреагировать. Никакой реакции. Почему сотрудники нотариальной конторы, ЗАГСа, опеки, хакимника, национальной безопасности свободно берут взятки и делают любые документы и любые решения? С чем это связано? С тем, что вы являетесь гарантом коррупции, или с тем, что вы тоже в доле этих коррупционных схем? Вот на этот вопрос я бы хотел получить на самом деле ответ. Почему на официальное заявление Касыма Худжикова нет ответов от Генеральной прокуратуры, нет ответов от Министерства Адалата, то есть Министерства справедливости, нет ответов от городского суда Туркменистана? Потому что в Туркменистане коррупционные чиновники между собой быстро договариваются из-за этого? Или потому что вы сами являетесь гарантом коррупции? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Почему проводят судилище над опекунством, не уведомляя, не приглашая родителей Халида? То есть, когда суд проводится, всегда проводится сторонами, между сторонами. А не то, что один человек решил, значит, не приглашая вторую сторону, суд рассмотрел одну сторону и принял решение. Где это возможно? Это несправедливый суд, это изначально несправедливый суд. Почему вот эти грубые нарушения в Туркменистане происходят? Я вам скажу. Потому что мы находимся на 170-м месте. Народ Туркменистана не избирал этого мошенника, который украл наши голоса, выборочные голоса. Пришел к власти, который получил подарок от своего папы и продолжает мошенничеством, коррупцией заниматься. Почему, когда был показан этот материал по видео с документами и напечатан в электронных изданиях оппозиционных каналов, правозащитных организаций, никакой реакции не было? Почему
гарант Конституции, президент Туркменистана, не стал защищать Конституцию Туркменистана, не встал на защиту законных требований пострадавших? Почему он своим молчанием защищает коррупционеров, таких как Аксултан, Айсултан Дурдыева или Гуванч? Почему оба человека, которые работают в национальной безопасности, один сдается, получает убежище в Америке, и ничего не происходит? Если бы активист это сделал, домой бы к активисту пришли, на родителей бы наезжали, там куча административных и других мероприятий приняли бы против этой семьи. А почему человек, который работал в Пакистане, военный атташе, контрразведчик, имеет секреты, спокойно сдает, работает в военкомате, имеет все данные, спокойно сдает в Америке убежище, и ничего не происходит? Ее муж, то есть ее жена, его жена, продолжает работать в Министерстве экономики и финансов, делая коррупцию, и ничего из этого не происходит. И ничего с ним не происходит. Почему? Вы гарант Конституции или гарант коррупции? Почему за прописку в Ашхабад берут взятки? Любому человеку могут за взятки дать прописку в городе Ашхабаде. Даже есть случаи, вот у нас есть много случаев, что около 100 талибанов за 200 тысяч долларов купили недвижимости у племянников вашего папы, у ваших родственников, и получили и гражданство, и прописку в Ашхабаде. Почему наши граждане, проживающие в Либабе, в Балкане, в Марийском вилаяте, в Ташавском вилаяте, даже в город Ашхабад приехать нельзя. Их забирают сразу в отделение полиции и отправляют домой. Не то, что прописаться не могут, а талибаны, которые сотрудничают с племянниками бывшего президента, национальным лидером Туркменистана Гурбану Бердымухамедовым, спокойно покупают по 3,51 манатов в эквиваленте, в манатах покупают недвижимость и по курсу 20 манат за $1 продают за 200 тысяч в манатах. Почему они на чистом месте в 7 раз получают прибыль и прописывают людей, дают гражданство? Естественно, это связано и с вами. Вы же подписываете гражданство. Если вы не в курсе, это ваш папа, вы можете спросить у него. Вы же гарант Конституции. Почему вот такие грубые нарушения есть с гражданством, с пропиской? Почему на это не обращаете внимания? Вы же гарант Конституции. Туркменистан является самым коррумпированным, одним из самых коррумпированных государств. Мы находимся из 180 стран на 170 месте. Когда вы начнете, Сердар Бердымухамедов, гарант коррупции, бороться против коррупции? А может, вы являетесь на самом деле не гарантом Конституции, а гарантом коррупции, из-за этого вы и не боретесь? Поэтому вот на эти все вопросы мы бы хотели получить ответы. Уважаемые туркменистанцы, вот я это выступление делаю, чтобы показать, что в Туркменистане с приходом молодого президента, то есть назначенного своим папой, за которым мы так и не голосовали, который просто украл кресло президента и сегодня занимает тем, что он охраняет кресло президента, когда папа ездит во все места вместо него и проводит все соответствующие президенту переговоры. Вот это вот семейный подряд президентства, двуголовых президентов, значит, двоих, происходит в Туркменистане. Когда это прекратится? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Поэтому нам надо проснуться, нам надо встать, нам надо этих мошенников спросить с них. 16 июня мы всех приглашаем посетить мечети, связанные с праздником Курбан-Байрам. Мы зададим 20 вопросов. Мы уже начали озвучить эти вопросы по интернету, по YouTube, по ТикТоку. И вот на эти вопросы Сердар Бердымухамедов как гарант Конституции должен ответить. Если он не отвечает на эти вопросы 16 июня, мы должны все собраться. Если он до 12 часов 16 июня не ответит на эти вопросы, мы должны все собраться перед дворцом президента и потребовать, чтобы он пришел и там ответил на эти вопросы. Если он и это проигнорирует, мы должны его снять с работы за грубое нарушение Конституции, за невыполнение своих обязанностей, ему объявить импичмент, снять его и привлечь к ответственности. Его
и его отца. Это будет мирная смена власти, это будет мирный переход диктаторской страны в демократическую страну. Мы должны объявить выборы, и мы должны заново провести открытые свободные выборы, показать всему миру, что мы за демократию и что мы идем строго по закону. Уважаемые туркменистанцы, на этом я заканчиваю свое выступление. Я вам всем желаю в первую очередь здоровья и бороться всегда за справедливость, бороться всегда за вашу свободу. Туркменистан будет свободный. До свидания.